Слово для выступления предоставляется представителю Акыйкатчы, омбудсмена Назаралиева Айчурек Калбековне. Здравствуйте еще раз. Так, мы также выражали свою письменную позицию по данному вопросу. И разрешите остановиться на некоторых из них, где мы также мы, кстати, не дали конкретного ответа, что противоречит или не противоречит, однако мы привели свои доводы, что необходимо дать исчерпывающий перечень оснований, по которым гражданину, приобретшему гражданство, натурализованному лицу, должно быть прекращено гражданство. Да, мы понимаем, что государство осознанно отказалось от лишения гражданства, поскольку статья Конституции закрепляет, что никто не может лишен гражданства. Да? Это означает, несмотря на то, что Кыргызская республика на сегодняшний день не является участницей Конвенции о статусе апатридов, о ликвидации безгражданства, тем не менее закрепила у себя в Конституцию такую норму, что никто не может быть лишен гражданства. Однако статья 16 Закона о гражданстве, она предусматривает отказ в приеме гражданства лицу в случае, если вот идет исчерпывающий перечень, да, в том числе указаны те основания, которые указаны вот в статье 26 и в части 2, вот, в которой была дополнена статья 26. Поэтому мы считаем, что коли гражданину, иностранному гражданину было отказано, может быть отказано в приеме гражданства, то почему не должно быть прекращено гражданство вследствие вот таких причин? То есть это я считаю, например, что это нормально, потому что если можно отказать до приема в гражданство по этим основаниям, то почему в случае там недостаточной проверки, да, или в силу каких-то других обстоятельств лицу, получившему гражданство, не может быть прекращено гражданство Кыргызской республики по этим же основаниям. Поэтому мы считаем, что необходимо, в первую очередь, тут, наверное, скорее всего, вопрос в уточнении списка. Перечень, какие основания должны быть признаваться угрозой национальной безопасности. И если вот сравнить, я, например, очень хорошо посмотрела, учитывая, что мы страна романо-германской системы, да, и у нас, конечно, должно быть все четко прописано. Новый закон Российской Федерации, он, например, четко прописывает отдельными статьями основания для прекращения гражданства. В том числе угроза национальной безопасности, в том числе по основанию, если он там является, находится на действительно военной службе, да, или занимается, например, шпионажем. Если посмотреть основания, которые у нас указаны, то можно, в принципе, прийти логически к такому мнению, что это как следствие совершения определенных преступлений, которые относятся как раз к сохранению безопасности нашей страны. Это и особо тяжкие преступления, да, госизмена, шпионаж, терроризм, экстремизм. Это все можно подвести как раз под это. И еще на один момент хотелось бы тоже акцентировать. Уже сказали, что гражданство – это прежде всего как бы договор между гражданином и государством. То есть оно накладывает не только права, но и обязанности. Следовательно, если у гражданина есть обязанности соблюдать законодательство Кыргызской республики, платить налоги, проходить воинскую службу и так далее, то есть у него и права. А почему лицо натурализованное, оно должно бы не соблюдать эти обязанности в силу того, что он как бы приобрел гражданство? Он такой же гражданин Кыргызской республики. И если он при вступлении в наше гражданство берет на себя обязанность и клянется, да, что будет соблюдать законодательство Кыргызской республики, не совершать каких-либо преступлений или действий, которые направлены на угрозу национальной безопасности, то почему он, совершив такое, не должен быть лишен или прекращено в отношении него гражданство Кыргызской республики? Поэтому мы ратуем за то, чтобы уточнить список действий, которые относятся к основаниям угроз национальной безопасности, и указать это конкретно статьями и плюс механизмом. Потому что
В этом же законе о гражданстве Российской Федерации указано, что угроза национальной безопасности, об этом дается заключение Федеральной службы по нацбезопасности, которое в течение 3 дней поступает лицу, которое подало на гражданство, да, и он может в течение 10 дней это обжаловать. Я думаю, вот этот вопрос возник как раз из-за того, что не был прописан конкретный механизм. Если будет прописан механизм и конкретный перечень, я думаю, этот вопрос можно будет снять. У меня все. У вас все. Нет вопросов. Подождите. Вас не отпускали еще.